дня в Украине подводим итоги первой половины понедельника, 27 ноября. В студии Маргарита Потапова. Где Эрвин и все те, кого похитили и пропавших без вести в оккупированном Крыму? С этим вопросом все неравнодушные сегодня пришли под стены российского посольства в Киеве. Такую акцию ежемесячно уже больше года организовывает Крымсоц. И каждый раз представители организации сообщают последние новости о ситуации с делами пропавших без вести на оккупированном полуострове. За более чем 3 года аннексии в Крыму похитили более 40 человек. 6 нашли мертвыми. Некоторых приговорили по сфабрикованным делам и бросили за решетку. Но о судьбе не менее 18 жителей Крыма до сих пор ничего не известно. Среди них и Эрвин Ибрагимов, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар, который в прошлом году весной похитили у собственного дома в Бахчисарае. На даний момент ми не знаємо про 16 зниклих, вірніше насильницьких зникнень на території Криму. Сьогоднішня акція називається «Нам тільки запитати». Нас не чує Російська Федерація, незважаючи на те, що ми кожного разу до неї звертаємось. Было бы наивно полагать, что от того, что мы выходим, там что-то перестанет делать Российская Федерация, или они как-то по-другому себя будут вести. И, наверное, для нас самое важное – это каждый месяц напоминать о том, что есть люди, которые похищенные, и еще есть люди, которые спрашивают. И будут спрашивать до тех пор, пока не найдется. Как вести себя во время обысков и задержаний? Для жителей Крыма юристы Крымской солидарности подготовили методические рекомендации. Это небольшая памятка, которую жителям оккупированных территорий советуют постоянно носить в кармане. А еще для них организовали круглосуточную горячую линию. Позвонив на нее, можно получить бесплатную юридическую консультацию. На этой горячей линии также будут работать юристы Крымской солидарности. Собрание организации в оккупированном Крыму началось с молитвы за благополучие политзаключенных полуострова. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахмани Рахими Малики Яумиддин. Эта памятка, она будет в ламинированном виде. Вот. Ее можно будет носить в паспорте. То есть каждый из нас вот так в карман ее положит и при ситуации может достать, посмотреть и вести себя соответственно. Я хочу сказать, чтобы вы были внимательны во всех своих правоотношениях с кем бы то ни было. И прежде чем у кого-то что-то просить, с кем-то встречаться, с кем-то заключать какие-то договора, подписывать бумаги, вы сначала проконсультируйтесь с юристами. В нескольких европейских аэропортах, в том числе и в аэропорту Канады, люди ждали пленников Кремля. Однако напрасно. Международная акция «Напрасное ожидание» состоялась накануне, в день рождения жителя Крыма Александра Кольченко, которого российский суд приговорил к 10 годам лишения свободы, обвинив его в терроризме. Киев, аэропорт Джулианы, зал прибытия. Эти люди встречают тех, кто сегодня прилететь не смог. На табличках имена политзаключенных, которых удерживает страна-агрессор в своих тюрьмах по надуманным делам. Петр Выговский ждет своего сына Валентина, которого так называемая самооборона еще в 2014-м задержала в оккупированном Крыму. Впоследствии мужчина оказался в России, где его обвинили в шпионаже и осудили на 11 лет. Жду сына своего. З Росії. Ми зараз ходимо, родичі, ходимо на всі акції, самі їх організовуємо, тому що влада, мабуть, щось робить, я так думаю, що робить, надіюсь на це. Ми таким засобом намагаємося допомагати їм. Среди участников киевской акции Мар'яна Беца, прес-секретарь українського МІДа. Ми на всіх політико-дипломатичних рівнях робимо все можливе для того, щоб звільнити наших громадян, які на сфабрикованих обвинуваченнях утримуються в Російській Федерації в окупованому Криму. Украинская акция «Напрасное ожидание» прошла также во Львове и Одессе. Мне хотелось бы думать, что можно себе представить такую ситуацию, когда мы сможем так встретить кого-то из них. Больше всего табличек с крымско-татарскими фамилиями было в чешском аэропорту. Среди участников акции российский художник Антон Литвин. Он пришел, потому что не поддерживает политику Кремля. Я, конечно, поддерживаю любую борьбу и любое сопротивление с политикой Кремля. Как во внешней политике, так и во внутренней. Уж кому, как не россиянину, быть там и пытаться взять на себя
ну, собственно, если не вину, то, по крайней мере, огонь и показать Европе, что не все русские безумны и поддерживают Путина. Организаторы этой акции – движение «Капутин». По их инициативе в пражском аэропорту Александра Кольченко искали через громкоговоритель. Международная акция «Напрасное ожидание» прошла также в Варшаве, Бухаресте и Хельсинки. Крымско-татарские общественники поддержали эту инициативу и в канадском Торонто. Находясь на гастролях в США, к акции присоединился и Святослав Вакарчук. Лидер группы «Океан Эльзы» в Сан-Франциско бесполезно ждал Сашу Кольченко. Риана Алиева, Заман, АТР. Состояние Александра Кольченко ухудшается. Об этом заявила мать украинского политзаключенного, незаконно осужденного в России. По ее словам, Александр сильно похудел. При росте 190 сантиметров он весит всего 62 килограмма. Он лежал в больнице с диагнозом дефицит веса. Также мать Кольченко сообщила, что письма от крымских друзей к нему не поступают. Как известно, Александра Кольченко задержали российские силовики в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым. Их обвинили в организации терактов на полуострове, а потом осудили Кольченко к 10, а Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Суд в Москве сегодня продлил Роману Сущенко арест на 2 месяца до 30 января. Украинский журналист, которого в России обвиняют в шпионстве, заявил про давление на своего адвоката Марка Фейгина. Еще до суда сам Фейгин написал на своей странице в Фейсбуке, что его самого планируют лишить статуса адвоката в декабре по указанию российских спецслужб. Марк Фейгин уверен, что это делается лишь с одной целью – пустить дело Романа Сущенко по схеме украинского журналиста Павла Шаройка, которого арестовали в Беларуси и обвинили в шпионаже. Адвокат уверен, что Романа Сущенко засудят до 20 лет тюрьмы. Меня собираются лишить статуса адвоката уже в декабре по указке российских спецслужб, сами знаете кто, чтобы реализовать в отношении Романа Сущенко оперативную схему, как Шаройка в Беларуси. Но вы сами понимаете, не будьте наивными. Ну и, разумеется, я ни о чем не сожалею, призываю остающихся в адвокатском статусе продолжать принципиальную и последовательную борьбу в защиту прав человека. КГБ Беларуси обвиняет украинского журналиста Павла Шаройка в слежке за военными объектами России в республике. Об этом пишут белорусские СМИ. На допросе Павел Шаройка якобы признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины. И его задачей будто был сбор информации о Совете министров и МИД Беларуси, а также военные объекты России в стране. Как утверждают белорусские СМИ, вместе с советником посольства Украины в Беларуси Игорем Скворцовым Павел Шаройка. Они должны были вместе не только изучить эти объекты, но и заводить и развивать здесь знакомства. Также украинский журналист должен был собрать информацию об особенностях таможенного режима в отношении ввоза в Беларусь технических средств электросвязи, электронной вычислительной техники. Павла Шаройка задержали в Беларуси по подозрению в шпионаже. Журналиста арестовали в Минске еще 25 октября. Отечественная МИД отправила ноту протеста Беларуси, но ответа не получила. Новин наразі ніяких немає. Але ми робимо все можливе для того, щоб захистити його права. Якби були якісь новини, ми можемо цьому повідомити. 60 тысяч туристов оказались в ловушке на острове Бали. Международный аэропорт на индонезийском острове сегодня с самого утра закрыли из-за извержения вулкана Агунг. Слой пепла достиг воздушного пространства аэродрома. Иностранцы не могут вылететь с курорта домой. Уже отменено 4,5 сотни рейсов, а рейсы на Бали разворачивают в воздухе и направляют в аэропорты Джакарты и Сингапура. Аэропорт на Бали будет закрыт как минимум сутки. Туристы жалуются, что авиакомпании не спешат им помогать. Мы сейчас просто ждем, когда же сможем улететь домой. Нам придется искать отель и тратить наши деньги на это. Никто не вызвался покрыть эти расходы, к сожалению. Здесь нет представителей авиакомпаний, которые могли хотя бы поговорить с нами. Они заявили, что не собираются появляться в аэропорту до 29 ноября.
Украинские граждане на Бали пока не обращались за помощью в посольство Украины в Индонезии. Представитель МИД Василий Кириллич говорит, трудно определить, сколько украинцев сейчас в опасности. Цей рух людей, скільки там перебуває, важко передбачити. Ми рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини острова Балі і взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів як до, так і з Індонезії, особливо на Балі і Ломбок. Консул працює в цілодобовому режимі, працює гаряча лінія, кожен з них може звернутися до посольства України в Індонезії, чи йде на гарячу лінію Міністерства закордонних справ України. Двое бойцов погибли, еще 4 ранены. Такие потери понесли наши защитники за минувшие выходные в зоне АТО. Российские оккупационные войска не прекращали обстрелы украинских оборонных укреплений. По всей линии фронта били запрещенным Минском крупным калибром. Накануне вооруженной провокации российские наемники устроили в районе Верхнеторецкого в Донецкой области. В результате там усилили меры безопасности для защиты гражданского населения от возможных диверсий. На усиленное патрулирование на линии соприкосновения перешли отряды нацполиции и подразделения вооруженных сил Украины. Литва может подарить Украине оружие на 2 миллиона евро. По крайней мере, об этом говорится в проекте постановления литовского правительства, подготовленном Минобороны страны. В приложениях к этому документу указано, что Вильнюс может передать Киеву более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов и противотанковое оружие. Этот проект постановления литовские чиновники уже направили на рассмотрение Министерства финансов и МИД страны. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Министр обороны страны заявил, что литовское правительство предоставляло Украине летальное вооружение и по возможности продолжит такую поддержку. США выступают против российского участия в миссии ООН на Донбассе. Такую позицию американская администрация озвучил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью газете The Washington Post. Если на Донбассе разместят миротворческую миссию ООН, в ее составе не должно быть граждан России. Контингент должен иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Россией. Американский дипломат также заявил о готовности продолжать переговоры по введению голубых касок с помощником президента России Владиславом Сурковым. Предыдущий раунд этих переговоров, напомним, не привел к ощутимому результату. 13 ноября на встрече с Владиславом Сурковым Курт Волкер передал 29 поправок к российскому проекту резолюции по размещению миротворцев ООН на востоке Украины. Но только с 3 из них российская сторона согласилась. Более 70 человек погибли в результате авиаударов России и армии Асада в Сирии. Среди погибших 21 ребенок. За несколько дней до начала женевских переговоров по Сирии российские и правительственные войска усилили атаки на боевиков исламского государства и отряды вооруженной оппозиции. Провинцию Дейр-эз-Зор бомбят 4 дня подряд. Российские военные не отрицают, что в этом районе работают их бомбардировщики. Ранее на встрече с Башаром Асадом Владимир Путин заявлял, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам. Российская оппозиционерка Ольга Романова сбежала в Украину. Женщина выехала из Москвы в Киев через Минск. Об этом в своем блоге написал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев, который получил политическое убежище во Франции. По его словам, Романова решила бежать после ее допроса в ФСБ в качестве свидетеля по делу о терроризме и экстремизме. Месяц назад ее и еще одного активиста Андрея Титкова задержали за акцию на Устинском мосту в Москве. Там оппозиционеры повесили манекен с лозунгами «Пыня, уходи» и «Путин, смерть, революция, жизнь». Пыней в России называют президента страны Владимира Путина. Пять футбольных команд, 1 кубок и дружба народов. В Киеве прошел турнир по футболу имени Исмаила Гаспринского, известного крымско-татарского писателя, философа и просветителя. Подробнее в материале моих коллег.
С самого утра 7-летняя Айше наблюдает за футбольной игрой. Маленькая крымчанка не скрывает своих эмоций. Со всей семьей пришла болеть за крымско-татарский клуб «Адалет». В переводе его название означает «справедливость». Чтобы они размяли свои ноги, чтобы они быстро бегали, если там что-то упало. Мы очень часто ходим на футбол. Среди команд есть гости из Турции, Азербайджана и Арабских Эмиратов. Организаторы говорят, это первый, но точно не последний турнир. Его девиз – «Дружба народов». Зарождалось, если честно, очень давно провести Кубок дружбы, да, между тюркскими народами и в целом вообще между национальностями. Призы – это кубок Исмаила Гаспринского с гравировкой, и мячи, и также дополнительные там атрибуты. До последней секунды в финале соревновались фавориты турнира – крымско-татарский «Адалет» и столичный «Доломит». Победителем турнира со счетом 4-2 стали киевляне. Их вратарь Дмитрий признает, соперник в финале был достойный и сильный. Мы узнали о турнире буквально недавно, за пару дней. И пригласили представлять Украину. Ребята, несмотря на счета, все равно старались, выкладывались. Приятно с такими людьми играть, которые относятся серьезно к своему делу. Капитан крымско-татарской команды мечтает, что следующий турнир проведут в его родной солнечной Евпатории. Я хочу, чтобы все мы вернулись в Крым и поддерживали спорт в первую очередь. Потому что там есть много молодежи. Надо развивать. Победители получили кубок и почетные медали из рук Ильми Умерова. Заместитель председателя Меджлиса себя ярым футбольным болельщиком не считает, но игру крымско-татарской команды пропустить не мог. Для него, говорит, игра в футбол не просто спорт, а возможность всем собраться вместе. На этот турнир пришел с удовольствием. В первую очередь спорт всегда сближает. В такое трудное время, как сейчас в Украине, в этом есть просто очень большая необходимость. Турнир назвали именем Исмаила Гаспринского, выдающегося крымско-татарского философа и просветителя, основателя первой крымско-татарской газеты. Именно он заложил основы демократических традиций будущего крымско-татарского национального движения. Дарина Иванютенко, Эльдар Исматов, Заман, АТР. В Артеке будут судить нацистов. В оккупированном Россией Крыму в украинском детском лагере оккупанты устроят историческую реконструкцию Нюрнбергского процесса. Российские историки собираются вместе с детьми воспроизвести фрагмент суда над нацистскими преступниками времен Второй мировой войны. И судя по анонсу этого мероприятия, реальная история не будет интересовать его организаторов. Они себе ставят целью донесения до маленьких артековцев информации, что именно Советский Союз и только он победил фашизм. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Мавиле Мухтаровой в 14:00. Будьте с нами и всем хорошего дня.